Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – что вас ждет впереди. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент, на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим вашу характеристику, ваши энергии, кто вы, кто пришел на расклад. Человек, который очень чувствительный, абстрагированный от общества, людей, общения, сам по себе такой развивается. Вот знаете, такие есть люди. Крот. Человек такой крот. Вот в норку, все в дом. Никому ничего лишнего, о себе ничего лишнего. Вот так вот, да, там живет себе тихо, занимается своей жизнью. Может быть, даже склонен к накопительству, коллекционированию. Есть в характеристике консервативность, докапывается до каждой детали. Вот такой вот человек, скорее, детейлист, да. Может быть, эстет, любит порядок, чистоту во всем. Никому не доверяет, лучше сделать чего-то там сам, нежели доверить даже дело какое-то кому-то. Вот такой вот. Человек, который надеется только сам на себя, на свои силы. И вы так уже на протяжении долгого времени, даже находясь в паре, все равно здесь вот вы сами от себя зависите. Если это смотрит женщина, я бы сказала, это очень такая сильная женщина и смышленая, очень умная. А также вы любите стабильность, любите, чтобы все было впрок, практично, надолго, вот такая вот. Но при том есть можно с вами вести какой-то конструктивный диалог, можно с вами договориться, просто вы не особо, да, такой компанейский или социальный человек, который любит большой социум, большие компании, какие-то вот совместные вот эти вот веселушки, гулянки. Нет. Вам надо вот, чтобы все было тихо, спокойно, размеренно. Даже здесь, вот знаете, есть такая вот узкая специализация у человека, да, вот. А вы вот в чем-то, это касается круга людей, да, вот определенно какой-то такой человек, редкий вид, так скажем, да, и вот для себя вы собираете тоже таких людей, такого же типа, как вы, вот редкого какого-то такого вида, но похожий на вас, да, вот который, может быть, тоже любят вот то, что нравится вам, или есть и какие-то нравы, которые, например, что-то не нравится им, и вам тоже такое не нравится, и вот вы обоюдно на друг друга вот в чем-то похожи, да, вот так вот, даже по не нравится каким-то. Также вы человек очень старательный, и старайтесь все довести до дела. Не нравится вам даже в разговорах какая-то вот вода, что-то напускное. Вам нравится, когда пусть это будет выжатая вот информация какая-то, четкая такая, да, вот без всякой лишней воды. У кого-то здесь может быть даже какие-то присутствуют на теле знаки, если это татуировки, то какие-то связанные с какими-то символами, это не просто так. Второе, может у кого-то здесь татуировки дат, не обязательно, что здесь у всех татуировки, да, у кого-то в принципе есть какие-то знаки, поверья там свои, да, придерживайтесь устойчиво каких-то своих правил, традиций в жизни, которые вот у вас закрепились уже. У кого-то здесь закрепленный какой-то опыт, вы уже поступаете именно так или в принципе поступаете так, потому что вы знаете, как это вылезет, каким боком, да, и поэтому вот действуете определенно вот как-то научила сама себя, да, чему-то. Вот так. На фоне, может быть, какого-то негативного опыта. Вас считают такой, да, сама себе на уме. В какой-то степени у вас есть и недоброжелатели, враги, которые считают, что вы ведете себя отрицательно, как они считают, а вы просто абстрагированы. Вот не любите вы такого, да, широкомасштабного общения, но вы заглядываетесь вперед, все смотрите на перспективы, на будущее, или же, да, человек, который ухватывает именно фортуну,
выгоды какие-то в этой жизни. Старайтесь все тащить в дом. Вот есть у вас такое. Здесь могут меня смотреть люди, которые родились в год крысы, мышки. Вот так. Не обязательно все. Здесь присутствуют люди, которые вот склонны вот к такому накопительству все домой. Да и, в принципе, характеристика такая вот. Запасы какие-то делать, на всякий случай, впрок. Да, я говорю, вы недоверчивые. Недоверчивые из-за каких-то отношений. В принципе, это могут быть не только личные отношения, да, между мужчиной и женщиной, а вот какие-то дружеские тоже там отношения, коллективные и так далее. Хотя, в принципе, если к вам найти правильный подход, с вами можно и договориться, от вас можно ожидать какой-то четкой надежности, да, вот стабильности, вы не предадите, не подставите, вот такая вы. Если вы держите чей-то секрет, кто-то вам поделился каким-то секретом, вы держите это вот у себя и никому это не распространяете. Можно вам доверить. Также вам можно доверить вообще какую-то скрупулезную работу, потому что люди здесь знают, что вы ее выполните на отлично. Вот, старайтесь не упускать какие-то детали. Ну, я говорю, какой-то вот человек эстет, любит вот порядок, красоту в доме, все ровненько сложено, по цветам там и так далее, или по полочкам ровно. Вот что-то такое в этом есть. Хорошо. Давайте посмотрим, что вас ждет впереди, если с вами проигрывает энергия, характеристика. Что вас ждет впереди? Дом, да, полная чаша. У кого-то здесь, смотрите, красивый новый дом. Переезд в новый дом. У кого-то здесь начинается время поступления каких-то ресурсов, разных ресурсов. Подарки, деньги, счастье, вот что-то такое идет вам в дом. Здесь человек, когда почувствует себя... Вот у меня все есть. И счастье, и любовь, да, деньги, вот такое вот. Чувствует, когда... все складывается на свои места, да, какой-то порядок. Даже вылечатся какие-то ваши болячки. А вы знаете, болячки, вот такое чувство здесь, у человека это на психоэмоциональном уровне вылазят какие-то болячки, стрессы, да, могли вызывать эти болячки. Но здесь то состояние, когда вам станет лучше, как будто вот раны залечиваются, болячки залечиваются, а может быть и душевные раны тоже. Если вас кто-то обидел, да, это вот как сотрется с памяти. Да, так прям волшебно это все звучит, но здесь вот так вот выходит. Здесь даже помимо этого еще исполнятся ваши мечты, планы, желания. Да, вот здесь очень такая красивая комбинация, исключая данную ситуацию. Хотя здесь это уже пережитки, отжитки, да, или как это называют. То есть это уже пережито было, прошлое. Показывают также, что все равно, опять-таки, вы будете абстрагироваться от людей или не будете выдавать информацию о том, что вы получили. Ну, и это правильно. Это правильно. Берегите счастье. Тем самым счастье любит тишину. Здесь показывают то, когда вы наслаждаетесь в уединении, может быть, с близкими людьми. Вы наслаждаетесь этим, чувствуете вот реально какую-то даже опору на завтрашний день. Да? Вот у человека как будто бы внутри живота бабочки. Вот что-то такое. Также вы можете почувствовать то, что вам уже никто не нужен, да, или ничто не нужно, у вас все есть, то есть лишнего ничего не надо. Что-то такое, переполнение каких-то положительных эмоций, что вам уже всего достаточно, и вы живете вот именно в каком-то, пребываете состоянии ресурсности. Здесь положение дел меняется в вашей жизни. Здесь, кстати, какие-то есть... отношения, может быть, да, которые вот как тот человек, оппонент, да, считает незакрытыми еще поговорить с вами, да, чувствует себя напротив вас каким-то бедным морально даже внутри. Вот что-то есть такое токсичное, да, в этом человеке. И
вот эта токсикация, она же самого этого человека внутри раздирает, портит ему жизнь. А вы вот, знаете, вы поняли, что тащит вас на дно этот человек. И вы раз так отступились в сторону, и пусть оно само, а я пошла в свое, во что-то там развитие, в свою жизнь, в свои какие-то даже интересы. Здесь, знаете, почему, я вам скажу, наступает расцвет вашей жизни, исполнение желаний? Потому что здесь вы уходите от всего негативного, даже разговоров чьих-то негативных, понимаете? И у меня всегда идет такое еще почему-то... А не чувствуете ли вы, да, вот такое чувство, что вы это чувствуете, да, вот этот вот эффект Манделы. То есть у кого-то как будто на постоянной основе происходят какие-то аномальные явления в жизни. А это в первую очередь указывает о том, что вы находитесь в другой прострации вообще сейчас. Я вам скажу, как это работает. Вот смотрите, вы, например, были в каком-то ресторане, да, видели, что там было окно. Вы помните, что там было окно, где вы сидели за столиком, рядом было окно, но вы сейчас приходите в этот ресторан, а там нет окна. И его как бы, опросив всех, по сути, перерыв историю этого, да, ресторана, вы понимаете, что там никогда не было окна. Вот, например, и здесь такие вот ситуации, когда вас могут уверять, вы можете даже с кем-то спорить, не соглашаться, что я помню, что ты мне говорила вот это. Да, а этот человек говорит, я говорила, что, например, мы были, отдыхали там, например, в Греции. Но вы всегда помнили, что человек говорил, что на тот момент этот человек отдыхал не в Греции, а вот где-то в Турции. Такие какие-то странные вещи происходят, притом каждому есть свое доказательство. У вас свое там, да, может доказательство быть, и вы реально смотрите факты, и вы понимаете, что, какая-то накладочка выходит странная. На самом деле это называется эффект Манделы. Можете почитать, загуглить именно. Тут вы что-то видели, но сегодня это в другом виде. И вам утверждать, что это всегда так и было в таком виде, а вы же нет. Упираетесь рогом и говорите, что нет, это было так. Определенно как-то иначе. А это другая прострация. Здесь вы находитесь на самом деле сейчас в другом измерении. Помните, я как-то говорила, одну ночь не спать? Не спите, потому что если вы уснете, вы останетесь в той прострации. Кто не спал, перейдет на другую. И тут вот что-то с этим может тоже быть связано. Здесь цепочка. Притом оставляя вас в безопасности. Также здесь идут ситуации в вашей жизни, которые наращивают какие-то обороты, силу, деньги, ресурсы, знания. Вот здесь все будет по кусочкам складываться для того, чтобы вы обрели большее, намного большее. Может быть, кратким путем. Короче путь к этому. Может быть, легче. Может быть, даже знания будут даваться легко. Хотя, например, вы человек, да, который учит, а вот все тяжело достается. А вот тут раз, как будто бы, знаете, как запрограммировали вам. И вы научились тому-то, да, как в «Матрице» фильм. Помните фильм «Матрица»? Раз перезагрузили, а ты уже знаешь, например, навыки боевого искусства или управления, пилотирования Б2-12 или еще чего там и так далее. Вот что-то здесь такое похожее, но в легкой форме, в плане того, что вы легко будете чему-то обучаться. Я вам еще так скажу, здесь, знаете, вы оставите после себя в жизни какое-то большое наследство. Вы будете этим гордиться. Вы будете гордиться тем, кем вы скорее стали, чего вы добились. Да? Здесь императрица выходит, здесь доказательств очень много к этому есть. Деньги скорее будут, ресурсы, что-то доказывать, то, что вы смогли, притом не имея ничего.
или никем еще не быв, но вы уже смогли и доказали. Вы знаете, сколько ситуаций, да, за мой опыт я слышала, что человек был уже на улице, уже прям, ну просто на дне, уже думает, что человек умрет. И вот у человека оказывается на главной обложке Forbes. Или, да, самый богатый человек в мире, например. Уже ты думаешь, что уже все, и здоровье плохо, и денег нет, и все. И люди почему-то начинают с этим соглашаться и в это вживаться. А кто-то, да, начинает именно не просто насильно менять свою жизнь, да, а именно начинает производить какие-то движения, пусть даже маленькие шаги, ради того, чтобы изменить свою жизнь. А почему не иначе? Давай-ка я этот фильм переиграю, свой фильм. Я режиссер здесь, да, потому что это моя жизнь. Иначе. И начинает переигрывать. У кого-то это получается, у кого-то нет. Потому что есть люди, которые тянут, опять-таки, сами уже себя на дно, понимая, что дно, они еще тянут больше. Но у них появляется шанс, подсказка, разговоры или еще что-то, что ты можешь изменить свою жизнь, если ты захочешь. И даже с нулем в кармане, как многие считают, что без денег ты в этой жизни ничего не можешь. Может человек все. Все может. Поверьте, да, вот поверьте, и здесь вот показывают картину, когда вы ощутите, что произошел какой-то именно, давайте так назовем, аномальный эффект. Вот я вчера сидела совсем без работы, и тут резко, внезапно, да, вот что-то произошло. Ко мне пришел e-mail, сообщение, мне предложил кто-то, позвонил, да, вот что-то такое будет происходить. Вы реально в другой прострации, поэтому все здесь начинает складываться, оно по-другому. Вас туда вытащили высшие силы скорее. Так что не складывайте ручки и не думайте о чем-то плохом. Совершенно не думайте. Здесь все сложится иначе. Инструменты все здесь есть. Здесь есть все, чтобы получить желаемые результаты. Стать певцом, стать гитаристом, стать еще кем-то, или зарабатывать много, или получать чего-то много, да, или быть духовным, может быть, вы хотели чего-то в духовном мире развиться. Тут есть все к этому. Самое главное, здесь есть вы. Вот это вот большая, крупная энергия. Хорошо. Недалеко, где-то что-то рядом, уже близится. Советы могут идти, да, давайте поближе. Советы могут, подсказки, кто-то чирикать на ухо, прилетать какая-то информация. И здесь совсем недалеко, как вам кажется. Может быть, даже, вот знаете, это может быть не только расстояние, это может быть и дни, а не месяца, года и прочее, да, века. Так скажем. Вы ходите реально где-то рядом с этим. У кого-то здесь идет информация, пентакли, земля, да, озаземление. Если будет возможность встать на голую землю ногами или обнять здоровое дерево. Здоровое в том плане, что не должно оно на себе иметь какие-то, как так называемые, опухоли или что-то сломанное наверху, там ветка сломанная, да, вот что-то такое. Здоровое цветущее дерево. Встать и обнять. И все, что у вас есть, болезни, прочее, да, вот какие-то негативные моменты внутри, какая-то боль, какая-то тревога, какие-то вот тяжести или обида даже на кого-то, отдайте все этому дереву. Это дерево, вот как раз-таки, это момент переработки. Или встаньте на землю босыми ногами. Когда встанете, представьте, что через ваши ноги вниз выходит все это негативное. Природа, поверьте, очень уникальный инструмент, который перерабатывает энергетику, негативную энергетику. Даже вот люди бывают, когда сажают саженцы молодые фруктовых деревьев, они вот, и когда сажают, они сажают это, да, с любовью, нужно сажать, с любовью. И все, что у них болит внутри, они вот именно отдают этому дереву, саженцу. И оно вот именно как инструмент, фильтр воды вот есть, да, вот как вот этот фильтр, все это перерабатывает и забирает. Тем самым поэтому у вас
Может быть, да, назовем это практика. Это может помочь. Это как дополнительный инструмент. И вот попросите у дерева или у земли, да, получить то, что вы хотите притянуть в свою жизнь. Деньги, финансы, молодость, красоту, мужа, жену, там, детей и так далее. Отдав сначала, а потом попросив. А в конце обязательно нужно сказать «благодарю». Это очень сильная, мощная практика. Здесь, знаете, все будет с такой легкостью. Даже практика. Вот бывают люди, даже элементарные практики, говорят, ой, это тяжело, это время, или времени нет, или еще чего-то вот как-то. Тут именно все будете делать постепенно, спокойно, размеренно. Но будете удивляться тому, что будет происходить вокруг вас. Здесь вот реально как-то пахнет такой вот аномалией. Но интересно здесь, интересное. И здесь именно во благо вам же. Даже вы услышали где-то, может быть, какую-то информацию, полезную для себя, нужную, в час, вовремя. Кто-то видит часто какие-то цифры или числа на часах, да, вот странные, и часто. Кто-то мог раньше летать во сне на постоянной основе, а потом перестал. А кто-то, наоборот, в последнее время стал очень много летать во сне. И вот как будто бы понимает, как это делать. Вот он встает, в середине груди, да, у него какая-то такая определенная, он чувствует энергию, благодаря которой он бах так и взлетает. Ни в ногах, ни в руках, ни в крыльях каких-то там, а вот именно между ребер, да, внутри. Там, где легкие. Вот от этого мотора он взлетает. У кого-то здесь странные из прошлого люди могут приходить во сне. Кошки перебегать. То есть не то чтобы люди, которых вы знаете, но они из далекого-далекого прошлого, о которых вы даже никогда не думали и не вспоминали. Кошки могут, животные вообще перебегать какие-то дорогу вам, будь вы идете или едете. У кого-то здесь могут быть свечения, как раз все спят, да, а в окне какое-то свечение происходит. Вот именно аномалии такие происходить. Что будет? Здесь будет вот реально принято какое-то действие. Вам не будет это сложным. А вы еще и женщина здесь с интуицией. Она чувствует сама, куда она идет, что она берет в руку, чего она читает, куда смотрит. Все здесь направлено на подсказки. А вы понимаете, что вы что-то делаете так. Вот именно так, правильно. Здесь смотрят тарологи, психологи тоже, медиумы или люди, у которых очень хорошо работает интуиция, глубокие, со знаниями, с даром, лечащие знахари. Кто-то здесь землю копал, да, вспахивал, убирал грядки, вот что такое, или на земле очень много земли возился. Может быть, сейчас чем-то тоже таким земляным занимаетесь, вас туда тянет, не понимая, почему. Да, или кто-то вот только начал, имею в виду, чем-то таким заниматься, земледельством каким-то, даже маленьким, хоть и на балконе, но все равно, да, вот тянет вас к земле. Пора бы заземлиться, пора бы вам постоять на земле или обнять, вот дерево, говорю. Вы сюда пришли, понимаете, что не просто так, и слышите сейчас информацию тоже не просто так. Знаете, вас порадуют какие-то близкие скоро, какими-то интересными новостями, связанные с вашим даром, или будут как раз-таки что-то такое повествовать, говорить в течение разговора, где вы раз так и услышите знак. Услышите знак или увидите знак. Может быть, у них дома пришли к ним в гости, да, какой-то определенный знак, значение, цифры и так далее. Но здесь вот, знаете, все четко направлено на какую-то вашу цель, миссию. Больше здесь на цель, на получение чего-то. Так. Но мужчина здесь показывает, который с вами в чем-то хотел разобраться.
выяснить до конца, прояснить какую-то ситуацию, у кого-то вообще выровнять отношения с вами, диалог выровнять, отношения, чтобы не оставаться ни друзьями, ни врагами, что-то такое тоже может объявиться. Также могут объявляться во сне какие-то люди, но эти люди, опять-таки, из прошлого, из дальнего прошлого, но о чем-то положительном они о вас вспоминают, какие-то воспоминания. Вы можете икать или во сне видеть данных людей. Ниточки можете находить на себе, кусочки ниточек. Красного, алого цвета, синего цвета, зеленого цвета. Зеленое, это говорят, вот скоро денежка будет. Красного, это говорят о защите или говорят еще о внимании. Внимание, внимание. Вот о чем вы сейчас думали. И резко вы нашли эту ниточку. Вот дайте этому внимание. Белая нить тоже означает очищение. Синяя нить может говорить о какой-то дороге, дальней дороге, о переездах. Или может говорить также о партнерстве с кем-то. Кто нашел длинную ниточку, вы ее вот прям вот на этот палец наматываете, А, Б, В, Г, Д, и на какой закончилась эта ниточка, вот это имя человека, который часто вас вспоминает. Например, там на букву З, значит, имя начинается на букву З. Вот прям вот на этот палец указательный, да, вы наматываете ниточку. Раз, два, там, да, А, Б, В, Г, Д и так далее. И увидите букву. Человек, который вас сейчас вспоминает. Это знак для тех, кто смотрит именно сейчас видео. Сейчас данный видеоролик. Эти все знаки. Далеко пойдете, слушайте, вы очень далеко. Что-то отрежете, но далеко пойдете. Что-то отпустите. Какие-то привычки или какие-то, вот, знаете, привыкли к какому-то определенному циклу, да, который ничего впустую не дает. Вот так. А здесь человек как будто бы отрежет от себя вот этот вот цикл, уберет, может быть, какие-то свои манеры поведения другие. Вот вы привыкли так поступать определенно всегда, чуть ли, да, там, по вечерам есть, например, или каждую субботу ходить в кино, или там еще чего-то, да, там. Но вы скажете, нет, стоп, вот это я делать не буду, но я изменю это на что-то другое. Буду на велике в субботу теперь кататься, а не на фильм ходить. И вот тем самым, опять-таки, открываются пути. Хотите изменить жизнь, измените ход событий этой жизни. Делайте все по-другому, иначе. Не так, как вы привыкли. Утром вода, чашечка кофе или еще чего-то, да. Поменяйте это что-то вот как-то. Или привыкли стакан выпивать, выпивайте полстакана, да, а потом через какое-то время еще полстакана. Или привыкли кофе, начните с чая, может быть, да, или с чего-то другого. То есть найдите этому замену. Вот так вот. Знаете, такое чувство, что через какое-то время вы посмотрите на себя в зеркало и увидите, что вы или молодеете, или что-то с вами такое происходит, что вы сияете, лучше становитесь, выглядите хорошо, нравитесь себе в своем отражении. Притом вы раньше смотрели на себя как-то хмуро, что-то вам постоянно не нравилось, могло быть так, не у всех. Но сейчас вы чувствуете, что вам все нравится. Все великолепно. Здесь показывают, движение начнется в вашей жизни, хотя оно уже есть, в принципе. К этому будут всякие и признаки, и знаки, что движение началось, что я не стою на месте, что все начинает двигаться, идти. Кто-то считает почему-то, что его закроют дома. Да, вот как локдаун или что-то такое. Думает, накручивает что-то. А зря. Здесь можно даже и в этом отношении очень хорошо двигаться. Очень хорошо. Притом даже лучше, чем когда была вот какая-то свобода. Но или же, да, здесь вот как раз-таки может казаться эти мысли о каком-то закрытии ложными. Вот знаете, мы, бывает, сидим, друзей нету. Сидим вот в песочнице, ковыряемся, чем нам заняться, да, вот ковыряемся этой палочкой.
А потом понимаем, что буду я делать из этой палочки карандашики, а буду я вот из этой палочки сейчас сплету венок и продавать эти венки, а будут они висеть на дверях, а еще эти венки можно украсить какими-то цветочками, а еще там, вот понимаете, из ничего, из нулевого начинает рождаться какая-то большая информация, движение, которое ведет к движению. Если все будет таким образом складываться, что на самом деле вы будете понимать, что вы какой-то гений. Нет, вы глубокий человек. Да, гений в том числе тоже, но вы больше здесь такой глубокий человек. Я вам скажу, вам часто одиночество приносит очень хорошие мысли, нужные мысли, выгодные мысли. И вы будете даже вот в какой-то степени думать, что только в тишине я начинаю получать очень много информации. Для кого-то так оно проиграется. Кажется, что тишина – это что-то пустое и ничего. По крайней мере, в тишине есть все. Вот так вот. Очень интересный сегодня расклад. Что самое интересное, да, что все будет размеренно. Вам не нужно ни на кого злиться, а если кто-то пытается вас вытянуть на какой-то скандал, конфликт, старайтесь просто молчать. Вот просто молчите. Ни слова, ни глаз, эмоций, глаз, взгляда. Просто молчите. Можете единственное сказать: твое дело в твое тело. Вот так вот. Внутри себя, да, про себя, вернее, сказать, глядя человеку в глаза. Но ничего не говорите, не ругайтесь, не ссорьтесь. Уходите. Да, проверка. Тогда будет какой-то вот гармоничный результат. Оно само, кому надо, воздастся по правосудию. Здесь показывают еще ту ситуацию, когда, знаете, неспешно, спокойно, да, вы получаете на самом деле какие-то желаемые результаты для себя. И еще, смотрите, тишина, да, вот тишина, взаимодействие с тишиной, спокойствием. Здесь человек наслаждается полученным результатом, полученной профессией, работой, там, да, ну вот именно для вас это несет позитивное. Такой вот был у нас сегодня расклад, и огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.